Здравствуй, Жзерапа. Салем, Айвар. Жзерапа, очень хочу научиться говорить на казахском, как и многие наши зрители. Можете, пожалуйста, научить нас этому? Конечно, могу. В казахском языке 42 буквы, из них 33 кириллицы и 9 специфических звуков. Каких, спросишь, да? Это повторяй, В, О, Ан, Х, Г и Х. Ну, сложно? Вроде не сложно. Какие они делятся, значит, на гласные, на согласные, на согласные и на сонорные. Значит, гласные делятся на жingшки и жуан. Я так совсем говорю своим ученикам, это на твердые и мягкие. Ну, твердые это жуан, с самого начала, чтобы они знали, и жимышки. Значит, в жуан какие буквы входят? А, О, И и О. А в мягкие входят В и Е. Вот. И у нас же есть система гласного звука. Это когда вот за мягкими идут мягкие буквы, за твердыми твердые. И все это мы называем законом сингармонизма, законом гармонии. Например, значит, что это значит? Все подчиняется в казахском языке закону сингармонизма. Например, любое слово. Давайте калам. Калам. Значит, калам, здесь две твердых буквы А, значит, это все слово будет Жуан. Жуан, правильно, калам. И даже много, калам это же ручка, и много ручек, как это будет? Каламдар. Да, каламдар, много. Тоже дар, не дер, потому что здесь все подчиняется закону гармонии. Каламдар будет. Ну, возьмем жingшке, любое слово жingшке. Ну, давайте, например, н, младший брат. Младший брат. Н, значит, две буквы н, мягкое слово. Добавляем Лер. лер, не лар, не дер, а именно лер. Тогда это будет мягкое слово, мягкое окончание. Во множественном числе, да? Да, во множественном числе. Значит, за мягкими буквами идут мягкое. Все подчиняется закону сингармонизма в казахском языке. Согласных тоже звонкие и глухие. Звонкие и глухие. Звонкие даусты, даусыз, да? Звонкие Б, В, Г, Г, Д. А глухие, ну все глухие вот эти. П, Ц, Ч, Х, Ш, Щ, ну, Ц и все, и так далее. Ц уже было. А дальше сонорные. Значит, здесь что какие буквы? Р, Л, М, Н и Ан. Вот это вот специфический. Самое главное, сонорное. Ан, да. Это вот, значит, мы разобрали, да, буквы и звуки. Что ты хотел еще спросить? Салем Дустар. 20 лет назад я переехала из Казахстана в Россию. Живя здесь, я очень скучала по той среде, где общалась на родном языке. Все мои знакомые и друзья разговаривали только на русском. Поэтому мы с единомышленниками организовали курсы казахского языка. Меньше чем за год у нас выпустились 2 группы по 15 человек, а сейчас в нашем центре обучается более 50 учеников.
Наш центр – это не только изучение языка, но и развитие культуры и традиций казахского народа. Теперь мы хотим, чтобы и вы стали частью этого центра. Поэтому мы запускаем онлайн-школу казахского языка, в которой урок за уроком, тема за темой вы сможете познавать язык в любое удобное для вас время. Пройдя курс, вы заберете с собой базу, которая позволит вам разговаривать на бытовом уровне. Қызанақ, Дұрыс. Ал мынау ше? чие. Дұрыс. Жарайсың. А все, что вам нужно, это иметь большое желание, смотреть уроки и выполнять задания. Как сказал Кадыр Мурзалиев, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Знай все языки мира, но свой язык уважай. Для меня казахский язык самый красивый, самый мелодичный язык в мире. Достар, настал тот момент, когда уже пора начать разговаривать на родном языке. Смотрите первые наши бесплатные занятия, записывайтесь на курсы и хватит искать отговорки, начните уже разговаривать на казахском, а я вам в этом помогу. Жазира, а расскажите, пожалуйста, чем отличаются русский и казахский язык друг от друга? Казахский язык отличается способом присоединения окончаний. Спросишь, как? Дос, да? Дос – друг. Вот способ присоединения. Как? Дос, добавляем множественное окончание тар, множественное окончание. И мы достар добавили. Это во множественном числе друзья, да? Да, дос это твердое слово, жуан, да? Так что поэтому и тар добавляется. Дальше, смотри дальше, как у нас тут очень много окончаний. Дос плюс тар плюс га. Что мы тут добавили? Тар. Тар. Множественное число. Окончание множественного числа. Добавили га плюс это уже падежное окончание. И как переводится достарга? Друзьям. А, друзьям, да? Да, достарга. Падежное окончание. Аргарай, смотри еще дальше, очень длинные падежные. Например, дос, тар, множественное окончание. Аргарай, достарымыз, га. Или достарымыз бен. Это значит, что мы здесь добавили? Множественное число. Добавили окончание множественного числа. Нет, это притяжательное окончание. Да. Притяжательное окончание. И еще добавили падежное окончание. Падежное окончание. И у нас получилось достарымыз бен. Как переводится? С моими друзьями? Да, с друзьями. С друзьями. Вот, значит, способом присоединения окончаний отличается. Также отличается чем? Порядком слов в предложении. Например, скажем, Айвар пришел в школу. Это на русском языке. А в казахском языке порядок такой. В начале подлежащий и только в конце сказуемый. Как будет? Айвар. Айвар. Мектепке. Дұрыс. Мектепке. Келді. Келді. Дұрыс. В начале подлежащий, только в конце сказуемый. Это порядок такой слов. Это постоянно всегда. Также казахский язык отличается от русского языка чередованием звуков перед гласным. Например, мектеп. Мектеп. Это что? Школа. Мектеп. А еще, например, хочешь сказать, здесь П, да? Хочешь сказать моя школа. Ты не напишешь мектепом. Она правильно? Мектебом. Да, мектебом. Чередование звука вот перед гласным Е. Мектебом. Уже будет
П в Б, да, превращается. Например, жаб. Жаб. Он будет жалоб. Тоже добавляется вот у... чередуется, то есть вот. И еще чем... Как переводится? Закрой. Жаб. И еще чем отличается ударением. Всегда в казахском языке ударение падает на последний слог. Даже имена Жазира, Айвар, Оқушы. Оқушы. Ударение падает на Оқушы. Мысалы, мұғалім. Мұғалім. Да? Мұғалім. Мұғалім дегенде. Қала. Қала. Город. Қала. Город. Дала. Степь. Да, тоже дала. Все оканчивает на последний слог. Имена тоже Жазира. А чем же еще? Чем? Отсутствием мужского, женского, среднего рода. Во. Это намного упрощает. Вообще мне очень нравится, что нет родов. Вы можете привести пример, например? Например, менің слово. Менің, сенің, есімді. Менің, Да? то Вот есть это, мой, да? Ага. Мой, Угу. моя, мое. Это все вот менің. Нет. Понял. Продукт. И предлогов и приставок тоже нету. Тоже нет. А можете привести пример, например, как сказать «я в Саратове»? Мен Саратовтамын. Мен Мен. Саратовтамын. Саратовтамын. Я. Казахский язык от русского языка еще отличается формой принадлежности. Скажем так, вот, менің үйім, мой дом, да? Менің үйім. Сенің үйің. Сіздің, ваш дом, да? Сіздің үйіңіз. И оның үйі. Вот этим еще. Это форма принадлежности. Когда вот один объект принадлежит другому объекту. Этим он отличается от русского языка. Менің үйім, мой дом. Твой дом. Ваш дом. Его дом. Зависит одно слово от другого. Вот, принадлежит там, в первом лице, втором, третьем. Понял, да? Ну, вот. Понял. То есть в первом нужно добавить окончание Да, ием, им, да? иен, Ан. иеңіз, іңіз и ие. Это вот мягкое слово и. Түсіндім, Жазира. Слово твердое слово қыз, например. Менің қызым, сенің қызың. Вот. Қызым. Уже здесь твердое слово. Жуан, было. Сенің қызың. Это твоя дочь. Ваша дочь, қызыңыз. Видишь, как? Ну, ничего сложного нет. И оның қызы. Окончание просто Здесь это жемешки сөз, а мында жуан сөз. Ну, в следующих занятиях мы еще подробнее, да, разберем? Конечно, конечно, это все. Только начальный, да? Да. Түсіндім. Рахмет, Жазира апа. Какое домашнее задание у нас будет? У нас домашнее задание выучить закон синхромонизма. Это гласные буквы, вот эти вот твердые жуан и жемешки. И также 9 специфических звуков, которые я уже писала. И к нему привести пример, например, эн, вылен, вот так вот, ол, үлкен. Вот сидите и каждую букву разбирать. Қалам, қоян, ғалым, ғылым, ғашықпын, там не знаю сколько вот, все. Рахмет, Жазира апа. Сау бол. Кездескенше.